Доброе утро, дорогие телезрители. Это «Утро Якутии» на каналах Якутия-24 и НВК Саха. Сегодня у нас четверг, и этот день вместе с вами в этой студии встречаем мы, Вероника Тамтосова и Руслан Ачиров. У нас сегодня, как всегда, много интересного, не будем перечислять все, конечно, расскажем, какие даты, события, сделаем зарядку самостоятельно, попробуем эксперимент, Руслан чему-нибудь научился за эфира или нет. Проверим. Также у нас очень много гостей, они самые интересные, самые умные, самые начитанные, поэтому обязательно оставайтесь вместе с нами. Также спрогнозируем, что можно посмотреть в кино. У нас сегодня киноафиша. И расскажем, что завтра. Да, завтра, кстати, нас ждет всех подписчиков нашего телеграм-канала «Утро Якутии» розыгрыш. Такой викторина, конкурс, в котором можно будет получить хороший подарок. Поэтому подписывайтесь на наш телеграм-канал. Поэтому пятница «Утро уже Якутии» обязательно будет успешной, удачной, если вы начнете вместе с нами и, возможно, станете обладателем приятного приза. Да, викторина будет уже завтра, поэтому самое время подготовиться, да, подписаться прямо сейчас. Прямо сейчас самое время подготовиться к утренней зарядке. Итак, дорогие друзья, мы сегодня решили не усложнять. Начнем с гимнастики. Втягиваем ручки, переворачиваем. Может, сейчас танец танцевать, есть желание? Макарена? Раз, чуть иначе. Ну, можно и так, конечно, размяться. Вообще, нам нужно сделать сустав. Сначала кисти в одну сторону, потом вовнутрь. Потом идем дальше, локтевой сустав и плечи. Я надеюсь, зрители за нами повторяют, да? Вы же повторяете за нами, мы же не просто так это делаем здесь. Ну как не просто так? Мы разминаемся, чтобы провести хороший эфир. Так, теперь потянемся аккуратненько в одну сторону. Нам просто не очень удобно это делать. В другую сторону. Вот. И легкие наклоны. Наверное, для нас, как для эфира, это самое прагматичное. В одну сторону, да, наклонились, в другую сторону. Вперед. Как же стонет Руслан. Ну, вы смотрите, он все делает. То есть уроки гимнастики не прошли зазря. Да, хочется прилечь. Ну, и, конечно, хорошо бы сделать приседания. Мы в своих условиях не очень это можем сделать, но вообще такие легкие приседания можно не до конца. Раз, два, три, 4. Сейчас все фитнес-инструкторы, которые выдохнули, записывают наши зарядки, говорят, мы неправильно приседаете. Да, я думаю, что они вообще очень много к нам претензий имеют, но самое главное, что мы подтвердили, дорогие друзья, что мы подвигались и доказали вам, что мы с вами смотрим зарядку и по мере возможности тоже ее делаем. Да. Ну, сейчас мы немножко размялись. Самое главное, это что? С утра хорошо позавтракать, взбодриться, посмотреть нашу программу и узнать, какая погода за окном, чтобы правильно одеться. Отлично, прямо сейчас мы вам о погоде и расскажем. Итак, в центральных районах сегодня 0 плюс 6 градусов тепла, в заречной группе 1,7 градусов выше 0, в южных 8-12 градусов тепла, в Вилюйской группе плюс 3 плюс 6, в западных плюс 5 плюс 9, в Колымы-Дигирской группе минус 9 плюс 2, в Янских минус 5 плюс 1. На северо-западе прохладно 7-12 градусов ниже 0. В Якутске температура воздуха в 6 часов утра 5 градусов тепла, атмосферное давление 737 мм ртутного столба. Ветер у нас отсутствует, что радует. И сегодня днем ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду, порывы до 8-13 метров в секунду. Небольшой дождь, температура воздуха днем плюс 13, плюс 15 градусов. Ну, практически до лета добрались. Да, но уже есть вероятность, что погода будет улучшаться. Да, все-таки река у нас уже идет. И, соответственно, вы сейчас видели даже кадры, да, на улицах идут утренние зарядки, поэтому тоже присоединяйтесь. Потому что лето у нас, теплая погода достаточно короткая, и нужно ловить каждый день. Ну и в хорошей компании разминаться всегда лучше. Если вы это не делаете вместе с нами, то на площади, в большой компании будет намного интересно. Ну а прямо сейчас переходим к последним новостям. Доброе утро. Коротко о самых заметных событиях к этому часу.
Резиденты территории опережающего развития Якутии и Южная Якутия создали около 10 тысяч новых рабочих мест. Объем инвестиций по всем соглашениям 72 резидентов составил более 203 миллиардов рублей. Территория опережающего развития – это экономические зоны с особым правовым режимом ведения бизнеса. Резидентам предоставляются земельные участки, инфраструктура, налоговые льготы и административные преференции для инвесторов, которые способствуют социально-экономическому развитию республики. В Якутии увеличит количество квот на поступление в вузы для участников СВО и их детей. Размер квоты составил не менее 10% от общего числа бюджетных мест. С 20 июня можно подать заявление на портале госуслуг. Также напомним, для детей участников СВО из Якутии отдохнут в лагерях Краснодарского края в этом году. Всего в количество детей участников СВО в возрасте от 6 до 18 лет составляет более 3000. В государственных лагерях летним отдыхом будут охвачены 705 детей, в муниципальных лагерях 1807 детей. До августа нужно принять закон о запрете продажи энергетиков детям, так написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. 10 апреля, согласно информации в электронной базе, Комитет Госдумы по защите семьи поддержал принятие законопроекта. В заключении комитета говорится, что проект разработан в целях борьбы с избыточным потреблением энергетиков несовершеннолетними. Согласно статистике, сейчас каждый 4-й житель России потребляет энергетики. Среди молодежи каждый второй в возрастной группе от 18 до 24 лет эта доля составляет более 53%. В группе от 25 до 29 лет более 49%. Дата рассмотрения законопроекта в первом чтении пока неизвестна. Минцифры и профильным ведомствам рекомендовано проработать вопрос об установлении личности нарушителя по фото-видеоматериалам при помощи единой биометрической системы. Об этом сказано в списке поручений по итогам заседания комиссии Госсовета страны по направлению коммуникации, связь, цифровая экономика. Конкретные проступки в документе не названы. Также рекомендовано упростить привлечение к ответственности граждан, правонарушения которых попали на камеру. В столице страны, в ГУМе, возле Кремля, прошло открытие фотовыставки и книги «Саха. Топографические портреты». Автор Андрея Жилина, петербургский фотограф, член Союза дизайнеров России, создал культурно-социальный проект для сохранения, развития и приумножения культурного и исторического наследия Якутии. В материалах приводятся образы и прямая речь десятков якутян, которые повстречались автору за время экспедиции в республику в 2016 году. Проект поддержала Постпредство республики, Музей антропологии и этнографии Петербурга, также Национальная библиотека Якутии. Очень трудно не полюбить этот могучий и очень суровый край. Земля Саха – одно из немногих мест на Земле, где природа пока еще удерживает свои доминирующие позиции. Даже в столичном Якутске ее божественное присутствие ощущается постоянно и повсеместно. В День Осохая выпускники школ Якутии исполнят национальный танец. Впервые День Осохая будет отмечаться 25 мая этого года. Одним из главных событий праздника в этом году станет Осохая выпускников школ во всех уголках республики. Комплексный план развития по сохранению и развитию национального танца Осохай 4 апреля утвердил заместитель председателя правительства Якутии Сергей Местников. В план вошли проекты, направленные на изучение, сохранение и популяризацию национального танца. Одной из эффективных мер для сокращения уровня бедности в республике являются социальные контракты. В республике количество контрактов и объем финансирования увеличивается год от года. Кому и по каким направлениям можно заключать социальные контракты, нам расскажет Петрова Татьяна, руководитель Департамента социальной политики Министерства труда и социального развития Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите подробности, а что такое социальный контракт? В прошлом году, в сентябре прошлого года, глава республики Айсен Сергеевич Николаев подписал указ о мерах по борьбе с бедностью. Основными направлениями в реализации указа является направление, направленное на снижение уровня бедности. Самым эффективным, одним из эффективных является государственная социальная помощь на основании социального контракта.
Социальный контракт – это мера финансовой поддержки, которая оказывается малоимущим гражданам, позволяющая за счет собственных активных действий преодолеть трудную жизненную ситуацию и повысить уровень доходов семьи. Социальный контракт заключается между органом социальной защиты и гражданином. Ну, то есть, получается, любая как бы, зона риска, то есть это пенсионеры, подростки, да, получается, кто еще? Люди со статусом недостаточно да, малоимущие, да, получается, они могут обратиться и с учетом развития своего дела получить какой-то социальный контракт по направлению. Да. Социальный контракт, в социальном контракте есть программа социальной адаптации. Программа социальной адаптации разрабатывается органом социальной защиты совместно с гражданином и включает перечень мероприятий, которые должен исполнить гражданин в рамках реализации социального контракта. Это может быть трудоустройство, повышение уровня доходов за счет открытия собственного дела или ведения личного подсобного хозяйства. Ну, то есть такие направления самые востребованные, получается. А какие, вот, получается, эти три направления, они для всех, получается, возрастов, для всех групп населения, да? Социальный контракт предоставляется малоимущим гражданам, семьям и одиноко проживающим гражданам со среднедушевым доходом и ниже прожиточного минимума. Вот есть программа, что пенсионеры могут, неработающие пенсионеры могут получить до 500 000 рублей на развитие собственного дела. Для неработающих пенсионеров эта сумма очень крупная, да? Как им получить и какие документы они должны предоставить для того, чтобы обратиться за этой помощью? С этого года реализуется специальная программа для неработающих пенсионеров со среднедушевым доходом ниже 1,5-кратного размера величины прожиточного минимума. Размер социального контракта составляет не более 500 000 рублей. Заключается контракт на 1 год. По направлениям это может быть осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, либо на ведение личного подсобного хозяйства. Программа направлена на продление активного долголетия и повышение доходов неработающих пенсионеров. Кстати, в июне этого года я слышал, что для детей тоже, да, появляется программа «Моя первая зарплата». Можете рассказать поподробнее? Да, в прошлом году в послании Государственного собрания Юльтюмен глава республики Айсен Сергеевич Николаев поручил правительству внедрить специальную программу для детей и подростков «Моя первая зарплата». В рамках проекта «Моя первая зарплата» это вот трудовое воспитание детей, которое позволяет повысить уровень, в том числе и семьи, в котором воспитываются эти дети. В рамках реализации этого проекта возможно трудоустройство подростка трудоустройство подростка для получателей социального контракта. Получатели социального контракта, они могут трудоустроить этого подростка, чтобы он получал заработную плату. Ну, то есть, получается, одним это работники с достаточно лояльной заработной платой, другим это уже первая зарплата. Да. Здорово, что взаимопомощь такая. А какие документы нужно предоставить? Для получения социального контракта необходимо подать заявление со всеми необходимыми документами. Это копия паспорта, документы, подтверждающие родственные отношения, документы о доходах семьи. Кроме того, по поиску работы требуется еще справка о том, что они состоят на учете в центрах занятости. По ведению личного подсобного хозяйства дополнительно требуется еще документ, подтверждающий наличие земельного участка. По индивидуальной предпринимательской деятельности необходимо предоставить бизнес-план с расчетами. По ведению личного подсобного хозяйства требуется тоже план реализации собственно. Ну вот мы на фотографиях видим, я так понимаю, это вот предприниматели, да, которые что-то предлагают, какую-то реализацию своей продукции, да, пчеловодство, там еще что-то. Да, это вот они предоставляют вместе с документами бизнес-план, который будет реализовывать, получив социальный контракт.
И, наверное, очень интересно нашим зрителям, как получить социальный контракт, куда нужно обратиться. Заявление со всеми необходимыми документами необходимо подать либо в орган социальной защиты, можно в администрацию муниципального образования по месту жительства. Также можно в электронной форме через портал государственных услуг республики и через многонациональные центры. Ну, то есть достаточно обширные возможности, да, Да. для того, чтобы обратиться. Ну, Татьяна Константиновна, спасибо вам Спасибо большое за большое. очень интересную Спасибо. информацию. Я думаю, будет полезно нашим многим зрителям. Да? То есть можно получить в поддержку, заключить социальный контракт. Ну и самое главное, что даже молодежи может трудоустроиться, что Да. для них является особой проблемой сейчас. Вот Да. я когда школьником был хорошо очень в детстве такая программа. Друзья, ну действительно, если возвращаться в детство, то вот кто родился в СССР, помнит замечательный журнал «Мурзилка». Первый журнал вышел в этот день ровно 100 лет назад. Вот интересный факт, что изначально Мурзилка был родственником домового, но когда в 1924 году запускали журнал, Мурзилка появился в образе такого, Щенка? да, рыжего беспородного щенка, который всюду сопровождал своего хозяина, мальчика Петьку. Ну, кстати, такой Мурзилка просуществовал недолго, и в 1937 году появился новый Мурзилка, некое пушистое существо желтого цвета, которое, перетерпев некоторые изменения, дожило до настоящего времени. С тех пор символом детского издания Мурзилка является желтый пушистый персонаж в красном берете и шарфе. Какие еще события, связанные с сегодняшним днем, узнаем прямо сейчас. На календаре 16 мая – Международный день света. По народному календарю – Мавра-рассадница. По народному календарю – Чница. Мавра-зеленые щи. В этот день хозяйки высаживали на грядки рассаду капусты и засевали огород семенами овощей. Зелеными щами день Мавры называли потому, что в середине мая начинали варить щи не из квашеной капусты, а из свежей зелени. Мавру также величали молочницей. Считалось, что в этот день коровы, наевшись свежей и сочной травы, приносят самое вкусное и густое молоко. Этот день в истории. В Петербурге основан Смольный институт благородных девиц. В Германии открыто пассажирское движение на первом в мире трамвае. В СССР вышел первый номер журнала «Мурзилка». В США состоялась первая церемония вручения «Оскаров». Начало антиалкогольной кампании в СССР. В этот день родились Иван Цветаев, русский ученый, историк, археолог, филолог и искусствовед. Генри Фонда, американский актер, обладатель премии «Оскар». Ольга Бергтольц, советская поэтесса и прозаик. Вуди Герман, американский джазовый кларнетист. Ольга Корбут, советская гимнастка, 4-кратная олимпийская чемпионка, тренер. Именины сегодня отмечают Викентий, Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна. Ну, раз уж мы заговорили, что Мурзилке сегодня 100 лет исполняется, то если так же говорить про прошлое, то раньше в парикмахерских были два зала. Это мужской и женский. Сейчас помимо классических парикмахерских повсеместно появились барбершопы. Барбер специализируется на мужских прическах и уходе за бородой и усами. Подробнее в нашей постоянной рубрике «Моя профессия». Барбер – это не просто мужской парикмахер. По сути, это уже и не парикмахер вовсе. Ведь барбершопы из обычных цирюлин превратились в настоящую культуру. Сегодня барбер – это в первую очередь специалист по мужскому имиджу, который поможет любому клиенту подобрать подходящий его образу стиль. Данил захотел стать барбером еще в школе. Пришел в профессию случайно. Пришел просто в первый раз в барбершоп. Мне было 16 лет. Посмотрел, как меня стригут, и в принципе, понял, что мне это тоже может понравиться. Загорелся желанием. Учился тогда в 10 классе. В 11 я уже начал обучение. Параллельно со школой я и стриг, и учился. Отдельного внимания заслуживает умение обращаться с инструментом и владеть техниками стрижки и бритья. Работа профессионального барбера выглядит как настоящее искусство, захватывает и завораживает. Сейчас мы намочим волосы для лучшего разделения. Буду отделять затылок, височно-боковые части и верх. Сначала расчешем по естественному росту. Отделяем пробор, должны быть четкие. На скруглении головы мы отделяем вверх, зажимы сделаем, чтобы волосы не падали. Отталкиваемся от макушки всегда. То если разделить неестественно, то будет где-то объем лишний, где-то наоборот длина больше. Основное отличие барбера от представителя более классической профессии парикмахера-стилиста заключается в том, что он занимается формированием образа, делает стрижки, придает форму бороде и усам, ухаживает за бакенбардами и не только. Сейчас снимем лишнюю массу с бороды.
важно во все стороны это делать, потому что борода ни у кого ровно идеально не растет. И обязательно нужно прочесывать. Теперь приступаем к вискам. И размываем линию, которая у нас образовалась. Все это должно быть параллельно нашей челюсти. Боковой контур. Тоже параллельно вот. Как скульптор из глины, парикмахер формирует красивый силуэт из волос, который становится главным акцентом всего внешнего вида. Средства для создания укладки выбираются в зависимости от типа волос, их длины и желаемого эффекта – блеск, мокрый эффект, матовость и так далее. Мужчинам немного проще с вопросом формы лица. Благодаря щетине и бороде можно здорово скорректировать овал лица. Задача укладки – делать мужчину стильным и красивым, чтобы он чувствовал себя уверенно и привлекательно. Выделяем какие-то пряди, что-то поднимаем, что-то опускаем. Равномерно распределил, волос у нас не склеился. Умелый мастер предлагает клиентам классику и креативные решения, подходящие людям, предпочитающим нестандартный, яркий и выраженный стиль. После такой процедуры клиенты получают помимо красивой стрижки уверенность в себе. Мне нравится делать креативные стрижки, они уходят довольные, человек чувствует себя увереннее. Они получают качество. На тебя люди будут смотреть и будут видеть, ты круто выглядишь. Барбер способен преобразить человека и создать неповторимый имидж, благодаря которому мужчина будет выглядеть стильно, аккуратно и привлекательно. Аэлита Стручкова, Георгий Григорьев, Якутск. Мы продолжаем рассказывать о удивительных профессиях. Подберет средства от головной боли и изготовит препарат по рецепту врача. Фармацевт, не просто продавец в аптеке. Вот уже 4-й год, 19 мая в России отмечается День фармацевтического работника. Подробнее о профессии и деятельности фармацевтической ассоциации Якутии мы поговорим с ее президентом Степаном Кусатовым. Доброе утро. Доброе утро. Да, доброе утро. Давайте сначала затронем немного истории. Вообще День фармацевтического работника празднуется достаточно недавно. Да? А в чем задача также ассоциации? День фармработника, как вы правильно сказали, в 2021 году впервые распоряжение правительства вышло и официально утвердили День фармработника. Фармассоциация занимается, во-первых, объединением всех аптечных организаций, а у нас их практически 1000 аптечных точек, и это более 200 юридических лиц, которым трудятся не только фармацевты и провизора, но от дворника до бухгалтера, грубо говоря, больше 3500 человек. Порядка, это большая отрасль фармацевтическая. Поэтому мы их объединяем, поддерживаем, проводим все инициативы, которые исходят от аптек, защищаем на федеральном уровне и стараемся защитить и поддержать наших аптечных работников. И в целом поддержку ходит, начиная от кадрового нашего потенциала, то есть резерва, и кончая юридической защитой. Мы знаем, что у ассоциации тоже такая богатая история. Да. У вас в этом году юбилей? У нас юбилей в следующем году. Сейчас, в 1995 году Иванов Василий Тарасович, наш почетный президент ныне, основал нашу ассоциацию. Наша ассоциация в масштабах Российской Федерации одна из старейших по фармацевтической отрасли. Поэтому мы очень довольны, то, что у нас ассоциация в 1995 году была создана. И, пользуясь случаем, хотел бы Василия Тарасовича Иванова поздравить с наступающим нашим днем профессиональным, днем фармацевтического работника, и ее жену Клавдию Ивановну пожелать долгих лет жизни и крепкого здоровья. Здорово, что такая богатая история нашей ассоциации. Вообще первая аптека в России открылась в 1581 году, 19 мая. Что касается Якутии? Касательно Якутии, до 2020 года, когда появилась первая советская аптека, с приходом советской власти, до этого была аптека при обществе врачей. И когда советская власть пошла, это в 1920 году, и аптеку национализировали. И в 1926 году, это уже через 2 года, тоже 100-летний юбилей будет, создана была аптека управления, которая объединяла все аптеки до недавнего прошлого всей республики. Поэтому у нас юбилейные даты идут. И, кстати говоря, здесь историческая справка. Самым первым, по некоторым данным, автомобиль марки Бьюик автозавода Ford был аптекарь некого Петрова. В Якутии? Да, в Якутии, потому что говорили, что аптека там очень дорогая, лекарства дорогие, поэтому... как с аптечным рынком сегодня? В 2015 году, кстати. Сегодня обстоят дела? Сегодня, работаем. Да, есть некоторые санкционные режимы,
импортозамещения, но российское правительство поддерживает фармацевтическую промышленность. Мы активно заменяем российскими препаратами. Есть, конечно, сложности и там по работе с маркировкой, по честному знаку и в целом усложнения, но у нас отрасль развивается. Никаких таких проблем нету. Хорошо. Ну, вот вообще, насколько, если мы говорили про Бьюик, да, насколько перспективная профессия фармацевта? Она всегда считалась перспективной, поэтому некоторые говорят, получил профессию фармацевта, до пенсии уже будешь работообеспечен. Но в целом, конечно же, есть некоторые болевые точки в том плане, что кадровых специалистов нету, да, именно даже по арктическим районам очень большая нехватка фармспециалистов. И фармассоциация в этом направлении работает, чтобы заинтересовать будущих студентов у нас поступать в образовательные учреждения, чтобы получили фармспециальность. Поэтому наша большая задача — это укрепление кадрового. А где можно получить специальность фармацевта сейчас? Если в городе Якутске, то это медицинский институт, Северо-Восточный федеральный университет и Якутский медицинский колледж. Пользуясь случаем, тоже благодарность большая за подготовку наших будущих специалистов. То есть это отдельное направление, как и стоматолог, например? Да, это отдельная специальность идет, и поэтому она достаточно востребована, и конкурс большой. А насколько активно сейчас фармацевты участвуют в разработке лекарств, в том числе Якутии? Да, очень активно, и начиная от биологически активных добавок, это на основе лекарственных трав или из рыбы, допустим, витамин D3, и включая до ученых. Кстати, у нас доктора фармацевтических наук уже два. Это одно из последних, это Сардана Макаровна Тарабукина, она работает в Министерстве здравоохранения. Поэтому здесь не только фармспециалисты, но и научные кадры растут. В целом задача фармацевта — это же не только продавать лекарства, конечно, более широкий, да? Да, более широкий, потому что это не только лекарства стоишь, продаешь, это же льготное лекарственное обеспечение наркотическими средствами, организация всего вообще лекарственного обеспечения не только у себя в городе, в населенном пункте, но и в масштабах района тоже. Поэтому большая благодарность, во-первых, районным аптекам, которые поддерживают, особенно в арктических районах, которые не бросают это благородное дело и занимаются лекарственным обеспечением населения. И пользуясь случаем, еще раз хочу сказать большую благодарность и спасибо всем фармацевтическим работникам, которые в этом деле участвуют и укрепляют, во-первых, здоровье населения и по лекарственному обеспечению занимаются и выполняет такую важную социальную функцию. Насколько хорошо обстоят дела с фармацевтами на территории республики, в отдаленных районах? Сказать, что она на хорошем уровне, я не могу сказать, потому что действительно в основном, особенно молодые специалисты, по различным причинам, включая объективные, остаются в крупных населенных пунктах. В отдаленных населенных пунктах, к сожалению, у нас нет такого проекта, как в Минздраве, как земский доктор. Да, у нас. Мы это писали, об этом говорили, что земский фармацевт примерно хотя бы какую-то, примерно один из таких проектов был бы замечательно, чтобы заинтересовать молодого специалиста поехать в отдаленный населенный пункт. Но пока ведется работа в этом направлении, я думаю, что что-то будет возможно. Такой еще вопрос, когда бывает заболеешь, и времени нет идти к врачу, например. Тоже так, ладно, это, наверное, простуда. Но может ли посоветовать фармацевт в аптеке, да, и или все равно нужно все-таки обращаться? Смотрите, по рецептурным, по серьезным, включая антибиотики и так далее, это все равно нужно самолечением не заниматься, идти к врачу. Все равно, чтобы она вас посмотрела, вы думаете, может, простуда, на самом деле, инсульт, инфаркт, возможно, всякие разные проявления. А по безрецептурным лекарственным препаратам спокойно аптечный работник может дать консультацию и по цене, и предложить аналоги и так далее. В этом проблем нет. Да, кстати, действительно, бывает так, что приходишь, некоторые думают, что аптека — это ее самая главная задача — продать тебе более дорогое лекарство. Нет такого. А многие фармацевты же говорят, зачем вам это? Говорят, вот это нормальный аналог за 30 рублей. Да, есть такое. Скажите, какими события будут сопровождать празднование Дня фармацевтического работника? События, во-первых, мы научно-практическую конференцию делаем, приуроченную к 19 мая. Там будут обсуждаться вопросы актуального состояния лекарственного обеспечения, потом по кадрам обсудим проблемы, болевые точки, потом куда нам развиваться,
какие есть тренды, что нам нужно еще делать, чтобы ассоциация двигалась вперед. Ну и торжественные мероприятия, конечно же, по птичным организациям будут у всех. Спасибо. Поэтому это наш день фармработник, поэтому еще раз поздравляю всех. Ну, вас тоже поздравляю с наступающим праздником. И в вашем лице всех фармацевтов с наступающим праздником. Спасибо большое. Спасибо. Друзья, ну а мы продолжаем, и сейчас у нас речь пойдет про микроволновую печь, да? Вещь, которая не раз выручала большинство из нас, когда нужно что-то срочно разогреть, и наверняка вы не раз сталкивались с тем, что ваш любимый стейк из холодильника и вчерашнее картофельное пюре при разогреве в микроволновке нагреваются. Неравномерно. Да. Ну а наши полезные советы помогут вам исправить это положение. Я думаю, это очень актуально для детей и для мужчин, потому что и те, и другие постоянно этим пользуются. Ну, вообще, мне кажется, все пользуются. Особенно на работе. Я, кстати, предпочитаю все-таки делать все на сковородке. По старинке. Но зато вкуснее. Ну, в общем, не будем. Мы полемику продолжим за кадром, а вы смотрите, какие полезные советы. Сегодня мы вам покажем, как равномерно разогреть еду в микроволновке. Для этого надо положить еду с краю тарелки. Если тарелка сама маленькая, то ее поставить с краю внутри микроволновки. Если положить еду посередине, то еда не разогревается со всех сторон. После того, как еда разогрелась, наслаждаемся трапезой. Нет, ну все-таки я бы сказал, что микроволновка — это все-таки прогресс. И я согласна. Я не спорю, что это может быть, есть какие-то вредные моменты, но тем не менее очень быстро, экономично, вкусно. Ну согласись, когда ты поджаришь, и появляется корочка, когда все равно такое чувство, что это более свежий продукт. То есть он реально горячая пища. А когда ты в микроволновке, особенно как вы любите, на минуту засунул, полухолодное съел, это уже совсем не то. Нет, ну нужно выбирать мощность. Если у тебя, допустим, не 600 Вт, 500 Вт ставишь и подольше. Но это же уже думать надо. Где ты видел думающих подростков и мужчин, которые бегут на работу? Нет, мы всегда думаем. Ладно, мы продолжим этот спор за эфиром. Сегодня четверг, да, и это самое время, значит, чтобы понять, куда пойти в выходные. И традиционно в этом вам поможет наша постоянная рубрика «Киноафиши». Узнаем, какие премьеры покажут нам кинотеатр. В последнее время я вот только ей пользуюсь, потому что не успеваю ничего пролистать, посмотреть, и вот только в эфире смотрю. Я думал про сковородку. Так, я понял. Киноафиши. Ладно, поехали. Переключаемся на кино. Этот город никогда не был великим. Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга. Пока Хильда ван дер Кой не забрала его у нас. На экраны выходит фильм Морица Мора «Пацан против всех». В роли этого самого пацана Билл Скарсгард, более всего известный по роли клоуна Пеннивайза в недавней экранизации «Оно». Дело происходит в постапокалиптическом мире, где жестокий клан Ван дер Кой регулярно устраивает телешоу в стиле гладиаторских игр с реальными убийствами. Они же лишают жизни родителей малолетнего пацана, а его самого делают глухонемым. Пацан отправляется в джунгли, чтобы найти там таинственного наставника боевых искусств, обучиться у него и явиться на шоу Ван дер Коя и отомстить. Поиграем! Не нравится мне этот план. Он бы нам не помог. Но на словах вроде... Точно. Все же собирался. Смотрите совершенно новую главу в саге об обезьянах, действие которой разворачивается спустя много лет после завершения фильма 2017 года «Война за планету обезьян». Несколько поколений после правления Цезаря обезьяны являются доминирующим видом, живущим в гармонии, а люди вынуждены оставаться в тени. Пока новый тиранический лидер обезьян строит свою империю, один молодой шимпанзе отправляется в путешествие, которое заставит его усомниться во всем, что он знал о прошлом, и сделать выбор, который определит будущее как обезьян, так и людей.
Обезьяны истребляют людей. Так велит закон. Но это недостойно. Мы спасем их вместе. Планета обезьян. Новое царство. Только в кинотеатрах в мае. Когда я в первый раз вышел из норы, меня чуть не сдуло ветром. Ветром меня и назвали. Премьера документального фильма «Огненный лис». Съемки проходили на территории Кранотского заповедника на Камчатке в течение 26 месяцев. Объем отснятого в 3 экспедициях материала составил несколько сотен часов и 250 терабайт. В центре внимания оказалась драматическая история жизни лиса Ветра. Он родился самым слабым лисенком в семье, но по воле случая единственный выжил при нападении медведя. Ветру удалось пережить свою первую зиму и завоевать любовь рыжей красавицы Лавы. Но весной медведи возвращаются. И теперь ради спасения своей семьи Ветер должен победить свой страх и самого грозного хищника Камчатки. На всем белом свете. Теперь ты не один. А у нас новости. Я стал папой. 2 моих лисенка. Стоп. 6? Сценаристом выступила сама природа. Создатели фильма рассматривали на главную роль Лаву и других лис, но выбрали все-таки Ветра, поскольку его история оказалась самой эмоциональной. Его озвучил известный актер дубляжа Олег Верозуб, известный по «Властелину колец». Я совершил ошибку и не понимал, как ее исправить. Я должен уйти. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Но как уйти от своей любви? Смотря киноафишу, я хотел сначала пойти на «Планету обезьян», но потом увидел про огненного лиса. Без всякой графики. Мне кажется, нет, потрясающие кадры, пушистые актеры. Что еще нужно? То есть какие лучше? А дубляж, шикарный голос. Ну, факт в том, что это документальный действительно фильм. Ну, я думаю, можно на оба фильма сходить, друзья. Я думаю, вы также определились с планами, да, на выходные. Ну, а сейчас давайте узнаем самые актуальные новости. А мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. В связи с подтоплением взлетной полосы в аэропорту Зарянки с сегодняшнего дня в поселок будут организованы стыковочные рейсы. Регулярные рейсы из Якутска в Зарянку и обратно через Среднеколымск будет выполнять авиакомпания «Полярные авиалинии» только по вторникам и субботам. Пассажиры вылетят из Якутска в Среднеколымск на самолете Ан-24, а после будут доставлены до Зарянки на стыковочном рейсе вертолетом Ми-8. Также перевозка будет организована в обратном направлении. Норма бесплатного провоза багажа 20 килограммов, включая вес ручной клади 5 килограммов. Движение паромов между Якутском и Нижним Бестяхом начнется ориентировочно 23-25 мая. Сейчас специалисты ведут подготовительные работы. Вскрытие реки в районе Якутска прогнозируется с 14 по 18 мая. Плохая дорога стала главной проблемой жителей дач, расположенных по Вилюйскому тракту 13-го километра. Ежегодно вместе с тающим снегом исчезает дорога, ведущая к дачным участкам. В окрестности расположены сотни дачных и садовых товариществ. Всего более 2800 домовладений. Жители бьют тревогу, так как ездить из города на дачу становится настоящей проблемой. А общественный транспорт доезжает только до асфальтированной дороги. Пассажирам автобуса, жителям дачных участков приходится идти до своих владений пешком. Это почти 3 километра. Сколько ее градируем, она уже ниже, чем основной покров. И нет канав для стока воды, снег, когда тает, некуда бежать. И эта вода стоит, она размывает, машины ее разбивают. И пытаемся и своими силами, сколько мы засыпаем. Но что, год, второй, уже этого песка нету.
Почти 40 участков в Якутии предоставили недропользователям на добычу стройматериалов. Всего с начала года выдано 94 лицензии на право пользования недрами. Компании добывают песок, строительный камень, щебень и гравий в основном в Якутске, Ленском и Мегино-Кангаласском районах. Эти материалы востребованы на стройках дорог, новых микрорайонов и социальных объектов. Бакалавриат исключат из системы высшего образования в России с 2025 года. Его постепенно сменят программы специалитета. Количество программ продолжительностью 5 лет обучения в стране постепенно увеличивается, благодаря чему у выпускников появится больше возможностей. В новой логике любой, кто получил высшее образование, может также пойти и бесплатно получить специализированное образование. В новой системе останутся магистерские программы подготовки, но в преобразованном виде. Большие акции для семей пройдут в каждом районе Якутии. Так, мероприятия пройдут в выходные дни в рамках федерального проекта «Большие семейные выходные». В рамках проекта будут организован комплекс мероприятий, включающий культурно-массовые, развлекательные, познавательные туристические активности, рассчитанные на участие многопоколенных семей и детей разного возраста. В мероприятиях будут разыграны призы и подарки. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Вот, я думаю, что когда люди вот в диалоге общаются, да, то есть все видно по лицу, да, то есть настроение и так далее. Вот, а как думаешь, как можно передать настроение в тексте? Ну, смайликами, конечно. Как же еще? Мы сейчас предлагаем посмотреть. Давай посмотрим, какой у тебя самый популярный эмодзи. Да, посмотрим. Ну, как-то так. Так, на первом месте сердечко. Сердечко. Вот, но я думаю, что сердечко, ну, достаточно просто, да, изобразить, как бы можно, скорее всего, так, да, руками. Да. А как еще делают корейцы, да, и как кей-поп, вот так вот? Да. Еще вот так делают. Еще так. Это когда передай папку, да? Вот, ну а мы давайте сейчас посмотрим на наших коллег и узнаем, какие эмодзи, картинки популярны у них. Смайлики или по-другому эмодзи стали неотъемлемой частью нашего общения в мессенджерах и социальных сетях. Иногда, чтобы понятно выразить свою мысль, нам не хватает просто слов. В этом случае к нам на помощь приходят эмодзи, которые помогают донести мысль до другого человека. С помощью них мы уточняем смысл предложения, усиливаем эмоциональную нагрузку текста и делимся своими чувствами и эмоциями, даже когда человек не может увидеть наше выражение лица и мимику. А как оказалось, все используют и интерпретируют эмодзи по-разному, в зависимости от особенностей своей личности. Люди, которые позиционируют себя в жизни как веселых, позитивных людей и больше улыбаются окружающим, отражают это и в виртуальной жизни и склонны к использованию улыбчивых смайликов в социальных сетях. А те, кто больше склонен к меланхоличному настроению, склонны демонстрировать все свои эмоции, в том числе и негативные, такие как печаль, гнев и другие. Мы решили провести небольшое исследование и расспросить своих коллег, какие же смайлы они используют в своих переписках. Привет, отвлеку немножечко. Какой смайлик ты используешь чаще всего в своем телефоне? Я использую чаще всего смайлик вот такой. Покажи. Какой? Вот такой? Да. Ну, где ты думаешь, типа... Ну, изобразить? Да. Стас, разблокируй свой телефон, пожалуйста. Вот, разблокировал. Какой смайлик чаще всего используешь? Этот с очками. Покажи-ка. А ты можешь изобразить его? Конечно. Операторский состав ежедневно трудится 24/7 для создания наших программ. И здесь рядом со мной стоит один из них. Привет. Твой любимый смайлик. Покажешь? Рот на замок, да? Джулус, привет. Привет. Какой смайлик ты используешь чаще всего? Смайлик, который улыбается. Я сейчас покажу. Вот такой. Можно крупненьком брать. Вот это, да? Да. Так, а можешь его изобразить? Здесь у нас работают художники студийно-съемочного павильона. Пойдемте спросим у них. Маша, здравствуй. Твой любимый смайл. Да, сейчас покажу. Так, ну вот он. Я, кстати, вот. Покажи. Вот он, со слезами. Видите, у меня практически везде они.
Надо мной все время все смеются. Что у тебя, говорит, смех со слезами все время? Я говорю, ну потому что если очень смешно, то вот до слез. А можешь изобразить этот смех? А, да. Возле Ирида, какой смайлик ты используешь чаще всего у себя в гаджете? Закатывающие глаза. Покажи. Видно? Один из самых важных сотрудников национальной вещательной компании «Саха» – это наша охрана. Пройдемте, узнаем у него. Здравствуйте. Здравствуйте. Какой смайлик вы используете чаще всего? Ну, вот смайлик «Поцелуй дочи». Дочи поцелуй. А можете изобразить его? Как оказалось, в национально-вещательной компании «Саха» работают очень веселые и жизнерадостные люди, которые используют в переписках только улыбающиеся радостные эмодзи, что говорит о том, что творческие люди склонны к выражению преимущественно позитивных эмоций. А какие смайлы используете вы? Надеюсь, настроение у вас поднялось? У тебя поднялось? Да. Решил новые смайлики использовать? Да нет, это, наверное, по классике. Ясно, с тобой. Ну, кстати, вот да, действительно, и стикерами тоже многие общаются, да. Но мы сейчас, друзья, на эту тему еще подробнее поговорим. Если со стикерами, со смайликами нам более-менее стало все понятно, то как правильно общаться в переписке? Так, если вы злоупотребляете рабочими сообщениями в час ночи, голосовыми сообщениями или грешите капслоком, беседа нашей гости будет вам полезна. Рада вам представить Лену Николаевну Павлову, доцента кафедры журналистики и филологического факультета Северо-Восточного федерального университета. Доброе утро. Доброе утро. Ну, как правильно нужно общаться в чатах? Есть ли какие-то специальные правила, которые нужно соблюдать? И как приветствовать собеседника и вообще начинать переписку? Очень много вопросов. Давайте сразу определимся, что цифровой этикет – это понятие довольно широкое. И сегодня я предлагаю поговорить только о социальных сетях. То есть, потому что цифровой этикет предполагает еще и общение в видеоконференциях, в Zoom и так далее. Мы об этом говорить сегодня не будем. По поводу чатов. Забыла ваш вопрос. Ну, как Слишком много вопросов было. Давайте такой, как правильно начать разговор, как приветствовать? Да, желательно все-таки есть определенные правила, которые существуют не только в диджитал-этикете, но и в целом. Поэтому я предлагаю сейчас посмотреть нам слайды. Это те формулы этикета, которыми мы пользуемся постоянно и в своей обычной речи. Посмотрите, пожалуйста, здесь у нас есть такие... Следующий слайд, пожалуйста. Здравствуйте. Это самая универсальная формула. Ее можно использовать абсолютно в любой ситуации и в любое время суток. Это важно. Следующий слайд. Дальше у нас... Вот «приветствую». Вообще, эта фраза очень интересная, но ее можно использовать только с теми, кто вам равен по возрасту. В деловом общении мы пользуемся этой формулой, но только в неформальном общении. Фраза «привет», конечно, используется только в неформальном общении. Это чисто разговорный вариант. Следующий слайд. Доброе утро. Я считаю, что это очень хорошая фраза, но она используется только в определенное время, обратите внимание, и исключительно с теми, кто вам равен или ниже вас по статусу, или моложе. В обратном случае, ну, в противном случае, нельзя ни в коем случае, это звучит довольно фривольно, ни в коем случае. Следующая фраза. Да, следующий слайд, пожалуйста. Добрый день. Тоже очень универсальная фраза, но мы можем ее произнести только с 11 или с 12 пополудни и до конца рабочего дня, который может закончиться и в 18, и в 19:00. Следующий слайд. Добрый вечер. Мы так приветствуем друг друга с 18:19:00 до 23 или до полуночи. Ну, почему так поздно? Потому что в светском общении может быть разная речевая ситуация. Например, можем встретиться где-нибудь на вечеринке, которая затянулась, и, встретившись там, в деловом формате, конечно, можем поприветствовать друг друга «добрый вечер». Ну, и с людьми разного ранга. Ну, пожалуй, все. А нужно ли постоянно здороваться и прощаться? То есть начинаешь общение, ну, поприветствовали, хорошо. А нужно ли прощаться, если это электронная переписка?
А в электронной переписке, я думаю, что нет особого смысла обращаться, хотя, я думаю, есть определенный смысл показать, что коннект закончен. То есть мы прощаемся, можно отправить какой-то смайл, если это допустимо в этой ситуации, и дать понять, что сейчас мы с вами уже прекращаем общение. По поводу приветствия. Здесь есть две основные ситуации, которые связаны с тем, насколько вы хорошо и часто общаетесь с человеком. То есть если вы хорошо человека знаете, общаетесь с ним ежедневно, и в течение дня у вас очень много контактов, то тогда каждый раз приветствовать, я думаю, нет смысла. Это пустая трата времени и энергии. По поводу ситуации, когда вы общаетесь с человеком, которого вы знаете, но не так близко, и ваши контакты не так часты, то тогда каждый раз, когда мы обращаемся к человеку, пишем ему, обязательно нужно приветствовать. А если вообще незнакомец, вот нужно ли представляться, или вот вообще с чего начинается разговор? Это важно. Я хотела бы попросить показать нам слайд по поводу вот как раз структуры обращения к незнакомому человеку. Бывают разные ситуации, когда мы можем обратиться к человеку с какой-нибудь просьбой, мы его не знаем, но при этом надо учесть три основных аспекта. Первое, мы всегда начинаем с приветствия. Второе, конечно, должно быть представление, причем с учетом речевой ситуации. То есть, если я обращаюсь к коллеге по работе, но я его не знаю, и он меня не знает, мне надо представиться и указать свой статус, ну, например, преподавателя. Если я обращаюсь, например, к человеку, чей номер телефона мне дала, например, родственница, и это мастер по ремонту бытовой техники, то тогда я, конечно же, обращаюсь, представляюсь как Лена Павлова, родственница или, допустим, сестра такой-то, которая дала ваш номер. И дальше я указываю цель сообщения, три основных аспекта. Ну, это получается по этикету. Да, это по этикету. Дело в том, что просто обратиться, вернее, поприветствовать и потом указать цель и не представиться, вы рискуете вообще не получить обратной реакции, потому что ваше сообщение может быть вообще проигнорировано. Ну да. Ну, кстати, сейчас вот замечаю за собой то, что пишу иногда, и если смайлик не поставил, то как-то как будто что-то не договорил. Когда можно использовать стикеры, смайлики, а когда их лучше не использовать? Я скажу, что это очень хорошее средство передачи информации, замечательное. Но единственное, надо помнить о том, что они уместны в общении с близкими людьми, с друзьями, с коллегами, но в неформальной обстановке. Если речь идет о чисто рабочих моментах, ну, например, в чате с руководством, может быть, да, и с коллегами только по работе, я не рекомендую использовать эмодзи, стикеры, гифки по одной простой причине. Они передают эмоции, а эмоциям в рабочем... Не место на работе. Ну, не то чтобы не место, но могут быть самые разные, не всегда приятные последствия. Понимаем мы друг друга по-разному. Ну, то есть трактовка того же нового сообщения может быть разной. Например, даже сейчас уголовные дела рассматривали, и они рассматривали переписку, и даже это было основанием для привлечения к уголовной ответственности подачи взятки. Смайлик? Да, потому что там были мешки с деньгами и дальнейшее. Это вот расшифровали филологи как утверждение, что это вымогательство. Получено. Вымогательство, все понятно. Ну, вот вам. А как обстоят дела с голосовыми сообщениями? Вот по поводу голосовых сообщений скажу следующее. Есть тоже слайд, можно его показать. Есть у этих сообщений одна такая неприятная, даже три основных неприятных момента. Вы можете пользоваться голосовыми сообщениями только в том случае, если в вашем чате есть предварительная договоренность. То есть вы друг с другом договорились и знаете, что кто-то из вас любит отправлять голосовые сообщения. Разумеется, это может быть только в чатах с родными, близкими, друзьями и так далее. Вот первое. Это, конечно, невозможность извлечения необходимой информации из сообщения. Придется, если, допустим, есть необходимость переслать кому-то какое-то сообщение или вспомнить какое-то сообщение, придется это прослушать или перепечатать. Я думаю, что это неуважение к своему собеседнику.
Затруднение, да, затруднение поиска в основном в чате, это всегда трудно. Ну и, конечно, это трата времени собеседника. Иногда сообщение бывает, суть его, там, парой слов можно передать, а человек затратил 16 секунд. Но если не ошибаюсь, кстати, в Телеграме, по-моему, есть уже расшифровка, да, то есть очень удобно. Да. Голосовое сообщение тебе отправляют, идет расшифровка в тексте. Ну, это правда очень удобно, хотя я грешу голосовыми сообщениями, борются, потому что за рулем просто неудобно набирать, всегда поиск по набору по голосу. голосу. Ну да, и, кстати, когда обычно берешь, говоришь голосовое, говоришь, извини, я за рулем, поэтому голосовое. Да, тут уже понятно. Принципе, да. Ну, Лена Николаевна, большое спасибо вам за очень интересную Спасибо вам. Главное, подробный рассказ. Теперь мы будем писать более правильно. Спасибо. Да. Друзья, ну, я думаю, что вы также сегодняшние правила, возможно, примите к сведению, да, будете общаться более правильно. А мы желаем вам отличного начала дня. Увидимся с вами завтра. И чтобы ваши смайлики всегда были только позитивными. Начинайте утро вместе с нами.